Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 26 марта, погода солнечная, у нас +3. Мы решили с внуками поехать в магазин. 30-го у мужа годовщина. Хотим немножко подготовиться. Потом времени не будет. Завтра поеду к свату на день рождения в субботу. Ему будет 72 года. Времени не будет. Поэтому сейчас с внуками решили поехать за продуктами. У нас начал таять снег. Вот вода собирается. Лужа. Калья. Солнышко хорошо греет и быстро тает снег. Также светит в глаза. Я даже забыла черные очки взять. Когда выехала, только заметила. Ну ладно. Ничего страшного. Потерпим. Вот сколько воды. Везде течет. Здесь асфальт вообще открылся. Проходите, проходите. Старый человек, надо пропустить. Пока прикупим таких продуктов, которые не портятся. А фрукты потом купим. С числа 29-го. Вот как хорошо снег тает. Отсюда еще много снега вывозили. Начнем, наверное, мы с Магнита. О, сколько снега! Ужас! Остановимся вот здесь. Набираю я крупы разные. Потихоньку соберу. Сахар тоже по 45,99 тоже взяла. Масло возьму подсолнечное. Тут воды разные. Семена. Картошка. Новый урожай 64 рубля.
А здесь старый урожай 28 рублей. О, кабачки 179. Лук 23. Какой хороший лук. 154 помидоры. 139 огурцы пупырчатые. 99 гладкие. Яйца у нас 10 штук 79,99. 77,99. Сыры разные. Приправы разные. Заморозки. Цыпленок для жарки. Борщ с курицей. Что только нет. Всего есть. Даже доширак. Доширак? Доширак мы не кушаем. Я тебе говорю, есть даже доширак. Да. Что это доширак? Если летом куда-нибудь поедем, то на дорогу возьмем доширак. А так я вам не разрешаю. Детские пюрешки, соки, смеси, памперсы, игрушки для кошек, шампуни разные, краски. Так, подожди, вот это надо. Порошки разные. Два с половиной килограмма Тайд 199,99. Я беру обычно Бимакс и беру Персил. Моечные средства, посудомоечные. Всего много. Все есть, лишь бы были деньги. Со скидкой. На, Кирилл, положи в корзину. Кирилл. Да. А ты что прячешься? От Кирилла. Всем привет. Всем привет. Чай. Я знаю, какой самый. Вот абсолютно ничего не можем выбирать. Ничего вкусного нет. Да, тут нет. Хотя майский. Нет. Майский хороший мы брали. Я вот такой майский брала. Можно пить. Крупнолистовой. 219 рублей стоит. 200 грамм. 200 грамм 199 рублей. Высокогорный майский чай. Есть у нас азерчай. Есть краснодарский вечер. Тоже 89 рублей. Разные есть. Крупнолистовой. 89,99. Попробую, возьму. Кто-то мне в комментариях написала, что краснодарский чай хороший. Попробуем. Сейчас боюсь по много брать. Кофе. Кофе у меня еще есть. Я больше не употребляю. Очень редко. Здесь молочные продукты.
колбасные изделия. Также мы взяли нутеллу за 199 рублей. Молодец. А ты посмотрел там срок годности? Срок годности до 12 месяца 24 2022 года. Молодец. Сыр у нас есть. Имбирь купим. Кто любит у нас имбирь дома? Я. Купим. Он кушает имбирь. Возьмем живые дрожжи. Ага, срок нормальный. Кому какие конфеты нравятся, возьмите. Карамель. Возьмите вон там мешочки. Владик, возьми он. О, чипсы какие здоровенные. Нет, чипсы мне нельзя. Чипсы нельзя. Мне можно. И тебе нельзя. Почему? Нельзя, заболеете. Я вам лучше картошку фри сделаю. Морскую капусту? Да. Ну, возьмем, и да? Он любит морскую капусту, да? Не понимаю. Вот, Кирилл, морскую капусту. Положи. Где надо есть? Там есть лед, да? Она полезная, конечно. Не достаем, несут мне стульчик. Мои мальчики. Вот помощники они у меня. Возьмем-ка заварку. 100 пакетиков. 159,99. Наш любимый магазин. Восточный. Набираем мы сухофрукты. Вот это перец. 280 рублей килограмм. Смотрите. Нам надо еще купить геркулес. В магазинах что-то нет геркулеса. В основном 4 злака, 5, 6, 7. Сейчас в ласточке посмотрим. Мне бы желательно весовой геркулес. Ой, столько снега. Потихоньку все тает. Все, купила геркулес тоже. Вот наши дороги. Очень хорошо тает снег. Вроде все купили, сейчас едем домой. Если вот здесь еще раз не пройдет грейдер или трактор, обычно здесь у нас всегда бывает слякоть, еле поднимаемся. По улице-то нормально все. Сегодня 2 раза проходили. 1 раз простой трактор проехал, 2 раз грейдер проехал. Молодцы, готовятся. Потихоньку снег убавляется или садится, не знаю.
Сверху греет, а снизу собирается вода, наверное. Вот наш дом родной. Съездила с внуками в магазин, купили продукты. 30 марта ровно год, как не стало моего любимого мужа, отца, деда. Я далеко от православных обычаев, поэтому я посоветовалась, купила продукты, и чтобы было все нормально, решила отвезти продукты в мужской монастырь. Идет Великий пост, мясного нельзя, а у нас, у мусульман, не ураза, мы можем кушать все. Я веру мужа не принимала, также и мои дети, поэтому я решила 30-го тоже у себя собирать своих родственников, соседей и помянем Виктора. Решила вот так отвезти в мужской монастырь продукты. Закажу службу, там помянут, здесь мы помянем, и все будет нормально. Я долго думала, что нам купить. Я сейчас вам покажу, и вы мне подскажете, что я не докупила. Купила я гречку, рис, крупу кукурузную, гречку, горох, рожки, сахар. Купила муку, масло подсолнечное, заварку, конфеты ассорти, пшено, геркулес. Очень хорошие сухофрукты. Купила чернослив, орехи, курагу, коричневый изюм и светлый изюм. Вот что я смогла, то купила. Я не знаю, что еще докупить. Напишите, пожалуйста, мне, что мне еще докупить, и я обязательно куплю. Может, хлеба надо, пироги, кисель, может, еще надо. Что надо еще, я не знаю. Закажу там службу, поставим свечи. Вот так и помянем. Земля ему пухом, пусть спит спокойно, ничего не поделаешь. Коварная болезнь, спасти его невозможно было. Я хочу отвезти продукты в воскресенье. Если что-то я не докупила, пожалуйста, мне напишите в комментариях. Я обязательно куплю. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Желаю вам всем здоровья. Всем пока-пока.